Как выбрать то, что будет приносить пользу, что будет по-настоящему интересно? Определиться с будущим уже сегодня и не разочароваться в этом позже. Оставаться рядом с близкими и друзьями, но при этом открывать новые горизонты. Чтобы достигнуть чего-то большего, нужно начинать идти к цели прямо сейчас. Якутский колледж инновационных технологий. Будущее в твоих руках. Всем привет! Мы с Володей сегодня вылетаем в Москву, чтобы принять участие в соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу. И покушать макдаки обязательно, немноголюдно. Скорее всего, мы полетим вдвоем. Все, мы пошли на посадку. Нас вызвали. Володя сидит где-то вон там. Все, мы прибыли в Москву. Полет прошел нормально. Сегодня 9 мая. Мы с Бобом пошли гулять. Все перекрыто, все центровые станции метро. Людские массы все перекрывают. Мы сейчас попробуем найти обходной путь и пробраться на Красную площадь. Надеюсь, нам это удастся. Слишком много терли нос. Мы приехали на Кожуховскую. Мы хорошо отдохнули и должны сегодня хорошо потренироваться. Да, Бобович? Да. Вот так-то вот. Посмотрите, как тут атмосферно. Как в боевиках 90-х годов. Перед вами Николай Чучкалов, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, руководитель российского филиала клуба Айкон. Замечательный. Это все про меня? Да, замечательный, веселый человек. Здравствуйте, меня зовут Коля. Я вас всех поздравляю с тем, что хорошо, в России мир, все замечательно, светит солнышко, лето, так что все круто. Поздравляю вас с тем, что все замечательно. Я слышал и видел надпись следующего содержания. Да. Если бы самбо было слабым, оно называлось джиу-джитсу. Да. Вот скажи, ты поэтому в джиу-джитсу ушел из самбо? Потому что оно легкое? Единственное, что я могу сказать, что я занимался самбо 4 года, и я был самым плохим и самым ничтожным борцом самбо во вселенной. Все это давалось как-то очень тяжело, и я решил, как присмыкающийся, пойти на землю и там присмыкаться дальше. Там надо падать, там можно бубо сделать себе случайно. Здесь можно бубо сделать, но не так сильно, не так бубо. Сколько лет ты был белым поясом? 6 лет. Я был самым тупым белым поясом во всем мире. Мне понадобилось 6 лет, чтобы развиться куда-то. Хоть куда-то. А когда ты начал преподавать? И почему ты начал преподавать? Преподавать я начал в 2008-2009 году, потому что меня попросили банально, да, открывалась секция, меня попросили, и вот, собственно, получилось так, что эта секция сейчас она здесь, слава богу, развиваемся, тренируемся, занимаемся. Просто так ничего не бывает, поэтому развивайтесь, прикладывайте усилия, и все будет замечательно. Класс. Ну а с нами был замечательный человек, черный пояс и глава российского Айкон БЖЖ Николай Чучкалов. Семос! Сегодня жутко как жарко, мы в толстовках. Мы двигаемся с Бобовичем на Саревы. Бобович холодно, у него внутренний лед, как он говорит. Снять наши схватки нам, к сожалению, не удалось. Мы одновременно с Бобом выходили на ковры, а у нашего друга разрядился телефон. Фух, ну что, завершил я обе схватки. Пришло награждение. Первое золото.
Боб, к сожалению, проиграл свою первую схватку. Очень жаль, конечно. Закончились выступления в ГИ. Я взял второе золото. Еще был приятный сюрприз, что за первое место в ГИ мне дали подарочный сертификат. И сертификат мы меняем на синий пояс. А2. Синего нету. Синего нету, А2, ребят. Так что, блин, не сросло. Съездим в магазин тогда. 1,5 минуты, Русь! Хорошо! Правый локоть в ребро приму, да! Давай! Давай, 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 давай! Два настоящих черных пояса из Бразилии. Такое увидишь не каждый день. Постоять с ними рядом уже круто. Уже круто. Мы с мистером Бобом идем на тренировку. Не отдыхаем даже после соревнований. Мы заходим в клуб Айка. Традиция проходить сквозь строй одноклубников, которые бьют тебя поясами, сложилась очень давно. Идея заключается в том, чтобы ученик крепко запомнил этот день, когда ему вручили пояс. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Вавилец. Сегодня в Москве был дождь. Мы сегодня гуляем с Бобовичем. Смотрите, какой у него стильный рюкзачок. Damn, New Balance! За 4490 рублей. Пацан может себе позволить. Самый молодежный в Москве. Джой Казино, да. Это его формула успеха. Супер выигрыши. Каждый день делаем, поэтому вот можем себе Москву позволить. И булочки с корицей. Нас сейчас племяш везет на Ленинградский вокзал. Это вот мой племянник Виталий. Вот такой большой у меня племянник. Там сзади сидит Боб. Вам, наверное, вот он. Так, мы едем по Москве. Да, мы едем на Ленинградский вокзал. Мы с Бобом едем в Питер. В час у нас будет поезд. Сейчас мы летим по ночной Москве. Мы приехали на Ленинградский вокзал. Мы прибыли в Питер. Погода питерская. А мы побывали на тренировке в одном из самых крутых залов Питера. Это Стрела Джим. Потренировались под руководством топера России по коричневым поясам Адика Гусейнова. Сейчас мы с ним много поговорим. Не отключайтесь. Привет, Адик. Привет. Какова твоя мотивация к занятиям джиу-джитсу? Мотивация достаточно простая, потому что, на мой взгляд, бразильский джиу-джитсу это для меня лично это самый оптимальный вид единоборства, потому что он включает в себя борьбу стойки, борьбу в партере. Может ли женщина в бразильском джиу-джитсу одолеть мужчину? Ну, зависит от того, какой уровень техники, какой опыт борьбы у женщин за плечами, какого мужчина она выиграет. То есть, техника бьет силы, это такое распространенное утверждение, но если вы посмотрите там финалы по пурпурным, по синим поясам, по коричневым поясам, то видно, что каждый спортсмен, он кроме технической подготовки обладает еще огромной физической подготовкой. Они все на высоком уровне, это спортсмены мирового класса. Техника бьет силу, когда эта сила бездумная. То есть, когда человек не понимает, что происходит. Ну и твое наставление молодежи. Если в плане спорта, занимайтесь любым видом единоборства. Если в плане жизни, то занимайтесь тем, что вам нравится.
Мы сегодня находимся на открытом ковре, который проводит Стрела Джим. Борются как парни, так и девушки. Вот скажите, пожалуйста, бытует такое мнение, что джиу-джитсу спорт молодых? Ну, значит, мне 49, уже 49. Занимаюсь я джиу из 40 лет. Джиу-джитсу для всех? Я считаю, что да, потому что я с каждым годом вижу, как приходят новые люди. Это не всегда стереотипные какие-то крепкие парни, это и хрупкие девчонки, и мужчины в возрасте. У нас было пару мужчин, которым было от 60 до 70 лет. Вообще спорт — это такая многогранная вещь. Шахматы — тоже спорт. Каждый может найти для себя что-то угодно. Кому-то легкая атлетика, кому-то плавание. Каждый должен найтись. Самое главное — не бросать это дело, и результат все равно придет. Чем больше ты работаешь, тем быстрее результат придет к тебе, и ты повысишь свой уровень борьбы. Главное не сдаваться. Сергей Волчков. Пурпурный пояс из Якутии. Сергей, привет. В джиу-джитсу есть много преимуществ. Может быть, большое количество техник. Это как и плюс, может быть, как и минус. Но это одна из частей, которая позволяет тебе постоянно что-то изучать и постоянно в чем-то совершенствоваться. Ребята, немного пошумим. Все. Уже заснято, пленка потрачена, все. Назад не отшмыгнешь. Мы тут, знаете ли, гуляем. Где мы гуляем? Парящий мост называется, мне подсказывают. Суфлер, вы посмотрите, как классненько все. Все подсвечивается. Сколько электричества-то тратится. О, какой довольный. Соревнования — это отличный шанс опробовать свою технику, увидеть слабые и сильные стороны. Для меня это один из самых волнительных моментов в жизни. С одной стороны, ты как будто сдал экзамен и все закончилось, но с другой, теперь тебе нужно еще больше усилий, чтобы соревноваться с людьми на уровень выше предыдущих. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай в FCM.